таком хроническом социально-экономическом, политическом, культурном кризисе. Сегодня, по-моему, о необходимости реформ, выработки концепции национального развития не говорил только ленивый. И нельзя сказать, что те власти, руководители власти, что не понимали это. На протяжении 10 лет мы видим, что каждая власть, которая приходила и сегодня находится, они создают всевозможные комиссии, государственные комиссии по реформе различных направлений. Но, к сожалению, все это остается на бумаге, а кризис еще ухудшается. Мы здесь собрались не для того, чтобы кого-то ругать, кого-то упрекать, кого-то обелить или кого-то очернить. Мы все с вами прекрасно понимаем, что каждая власть, которая приходила, были профессиональными. Все те руководители, которые вчера были, сегодня были, они были профессиональны. Очень многие с очень серьезным опытом государственного управления. И у меня нет никаких сомнений в том, что они были патриотами своей страны и искренне хотели разрешить те проблемы, которые стоят перед нашим обществом. Но, к сожалению, мы видим, ВОЗ стоит там, где стоял. Еще не изменился, а положение еще более и более ухудшается. Значит, дело не в компетентности или в нежелании руководителей государства, которые были за эти 10 лет, а дело в несоответствии существующей государственной системы власти с потребностями, чаяниями, устремлениями народа. То есть мы стоим перед необходимостью кардинальных перемен, реформ государственной системы власти, приведения ее в соответствие с целями и задачами народа на современном этапе. Но опять возникает вопрос, а каковы цели и задачи народа? Они не выработаны, они неизвестны никому. Как можно следовать тем целям, которым ты не знаешь? Сегодня ситуация еще усугубляется тем, что на внутренний кризис накладываются новые вызовы внешнего характера. Мы с вами стоим перед кардинальным изменением геополитической карты мира. И в этой складываются новые карты геополитической. Вряд ли у кого-то возникнет какие-то сомнения или двух мнений в том, что Абхазия будет оставаться в геополитическом пространстве нашего союзника России. Но при этом также надо понимать, что мы, как государство Абхазии, прежде всего для себя должны определить место и роль государства Абхазии в этом пространстве. Нет необходимости говорить о том, что Абхазия должна учитывать интересы российского государства, о необходимости углубления, расширения экономических, культурных и других связей с Россией. Но также не должно быть сомнений в том, что все это должно происходить с учетом интересов государственных, интересов Абхазии. То есть должен быть взаимный учет интересов как Абхазии, так и России. Но опять здесь возникает вопрос, каковы интересы Абхазии, каковы национальные, государственные, то есть интересы Абхазии. То есть выработана ли концепция, которая отражали бы эти интересы? Нет, не выработана. Как можно учесть интересы, которые ты не знаешь? То есть сегодня мы стоим с серьезнейшим проблемами еще для выработки концепции развития абхазского государства, выработки идеологии независимости абхазского государства, которой, к сожалению, нет. Но очень многие говорят о том, что у нас есть Конституция, что эти вещи отражены в Конституции Республики Абхазия. Нет, это неправильно. Конституция Абхазии это не отражает. Конституция Абхазии отражает устройство государства Республики Абхазия, права и обязанности граждан Абхазии. Там нет концепции социально-экономического, политического и культурного развития. Да, там есть, что Абхазия это суверенное демократическое государство.
Но суверенность, сама идея суверенности не имеет ценности. Она приобретает ценность в процессе претворения ее в жизнь, когда идея суверенности становится частью национального самосознания. Суверенное государство должно вести себя суверенно. То есть что это означает? Это означает говорить «да» или говорить «нет», когда то или иное не соответствует или соответствует своим государственным интересам. К сожалению, в этом отношении у нас серьезные проблемы. Вообще парадоксальная ситуация вообще в Абхазии складывается, когда гражданское общество должно вынуждено защищать интересы государства от руководителей этого же государства, избранных руководителей этого же государства. Более того, граждане Абхазии вынуждены, минуя свое же избранное руководство, обращаться к представителям власти иностранного государства, да, союзного, близкого нам государства, но это иностранного государства, для защиты и решения вопросов, связанных с государственными интересами Абхазии. Да. Это симптомы очень серьезные, укоренившиеся болезни абхазского общества. Недоверие, критический уровень недоверия гражданского общества к руководству страны. Ну, так долго, в принципе, продолжаться не может. Мы уже подошли к той черте, к той точке бифуркации, когда уже инициационное движение, национального движения Абхазии заканчивается, которое уже шло многие годы. Сегодня необходимость выработки национальной концепции развития, соответствующей новым условиям, сложившимся качество новым условиям в Абхазии, и общество Абхазии просто становится крайне необходимым. Это не просто программы, нужны концептуальные вещи, стратегическое определение стратегических целей и задачи, идеологии независимости абхазского государства, то есть система ценностей, идей, установок, определяющие, отражающие абхазские национальные интересы, то есть концепцию развития концепцию развития абхазского государства. И мы здесь, когда собираемся мы опять-таки хочу подчеркнуть, что мы не против кого, мы не против власти, не против системной оппозиции. Все эти сегодня у нас нету времени вести борьбу за власть, которой завтра у нас не будет. Понимаете, мы подошли к той ситуации, когда все мы, и представители власти, и поддерживающие власти, оппозиции и так далее, мы должны объединиться для выработки, что мы дальше хотим.